Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию с Центра спортивной подготовки «Триумф», где у нас начинается вечерняя программа заключительного соревновательного дня чемпионата и первенства России, дорогие друзья, по кикбоксингу в разделе К1. В рамках заключительной части наших соревнований мы увидим 6 так называемых гала-финалов. И увидим мы одного якутянина. Ну а сейчас давайте посмотрим, что нам приготовили организаторы в рамках закрытия открывающей части, заключительной части соревнований.
Будь вечно сердцем молод, нет силы благороднее твоей, способной сделать мир еще добрее, а жизнь людей сплоченной и дружней. Доставляй же радость, удовольствие, счастье людям, спорт. Спорт — ты мир, спорт — ты благородство. Уважаемые гости, слово для приветствия предоставляется председателю правительства Республики Саха-Якутия Андрею Владимировичу Тарасенко. Дорогие друзья, уважаемая Российская Федерация России по кикбоксингу, приветствую вас в этом красивом зале. Прежде всего, хочу всех поздравить от имени главы Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева и правительства Саха-Якутии и жителей Саха-Якутии вас с завершением чемпионата России по кикбоксингу. Дорогие друзья, мы все увидели сегодня прекрасные бои, которые защищают право быть лидером в данной борьбе и представить право защищать Россию на турнирах мирового уровня. Сегодня быть участником турнира России – это огромный труд, огромный опыт. И каждый хочет сегодня защитить это право, стать лучшим среди спортсменов, среди мастеров, среди команд от регионов, ну и судей. И право это защищая, каждый сегодня достойно создает вот эту энергетику боя, энергетику соревнования. Я хочу от всех участников поздравить и пожелать здоровья, самое главное, побед дальнейших и удачи. И Российская Федерация спортивного процветания. Ну и хочется, чтобы вот зал немножко как-то тоже поприветствовал и сказал свое слово «Ура!» и так далее. Хотел бы услышать, знаете, призыв такой сказать, пожелать, поздравить нашу федерацию российскую по кикбоксингу, нашу Россию, ну и нашего руководителя Владимира Владимировича Путина. Поэтому ура, товарищи! Указ главы Республики Саха-Якутия. За заслуги в области физической культуры и спорта, вклад в развитие кикбоксинга в республике и многолетний добросовестный труд наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Алексеева Андрея Васильевича, главного тренера спортивной сборной команды Республики Саха-Якутия по кикбоксингу, Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, заслуженного тренера Республики Саха-Якутия. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Иванову Владимиру Давидовичу, заслуженному тренеру России. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Миронову Сергею Валерьевичу,
заслуженному мастеру спорта России, чемпиону мира по кикбоксингу. Вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Кривошапкиной Марии Афанасьевне, спортсмену-инструктору по единоборствам специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва, Московское городское физкультурное объединение, заслуженному мастеру спорта России, трехкратной чемпионке мира по кикбоксингу, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Начинается гала-финал чемпионата России по кикбоксингу в дисциплине К1 в городе Якутске. Ну что ж, друзья, мы начинаем соревновательную часть. И сегодня в рамках гала-финалов мы увидим 6 интереснейших поединков. И вместе с вами происходящее на центральном ринге будем смотреть мы, я, Власий Сергеев, а также заслуженный тренер России Владимир Иванов. Добрый день, добрый день. Сегодня ответственный момент. Лучшие из лучших встречаются в финале в городе Якутске. Определим золотых медалистов, чемпионов России. Да, и приступаем мы к финалам. И у нас на ваших телеэкранах, дорогие друзья, это Диана Дактугу, мастер спорта международного класса из Республики Тыва. В финале весовой категории до 48 килограмм она будет соперничать с Изабеллой Анферовой, мастером спорта из Красноярского края. Вот такая вот у нас пара в женском финале данной весовой категории. Мы, кстати, вот в рамках гала-финалов, да, увидим только один поединок женщин и сразу перейдем к мужчинам. Ну и сразу хочется проанонсировать, да, то, что третьей парой у нас состоится финал весовой категории до 67 килограмм. И там мы увидим бой нашего Дениса Андреева. Встретится он в финале с Тамерланом Башировым. Ну, как я уже сказал, это будет третий по счету поединок. Ну, а сейчас, конечно, все внимание на центральный ринг. Да, прекрасная половина человечества выходит на ринг. Итак, в красном углу ринга представительница Республики Тыва, мастер спорта международного класса Диана Дактугу. Диана Дактугу в 1/4 финала. Ну, среди женщин, да, в этой весовой категории у нас поединки, соревнования начались с четвертьфинала. И Диана Дактугу в 1/4 выиграла у нашей Люции Корниловой, а затем в полуфинале оказалась сильнее Кабиры Улуговой из Москвы. Между прочим, мастера спорта международного класса. Да, а вот Изабелла Анферова, она в четвертьфинале выиграла у Анны Дмитриевой, мастера спорта из Московской области. Ну а в полуфинале одержала победу над Татьяной Алексеевой, мастером спорта из Москвы. Ох, у нас тут сразу, как смотрите, все начинается. Ударом, но потеряла равновесие. Итак, интересный бой начинается. Девушка достаточно высоко подняли темп. Никто не хочет уступать. На кону золото чемпионата России, дорогие друзья. Ну, в рамках утренней программы, да, заключительного дня мы тоже уже видели, да, вот финальные поединки. И у нас есть 2 золота, дорогие друзья. Петр Васильев и Тимофей Сивцев стали обладателями награды высшей пробы. Петр Васильев выступал в весовой категории до 51 килограмма, ну а Тимофей Сивцев первенствовал в весе до 57. Хочется озвучить общую информацию. Вот я посчитал, да, пролистал тут все протоколы, все составы пар вот за эти 5 дней. Я насчитал 16 медалей. Это с учетом как взрослых спортсменов, так и юношей и юниорок, да. Вот у нас среди взрослых 2 золота, я уже озвучил, да, вот триумфаторов. И у нас еще 4 бронзы. Это Аял Местников в весе до 54, Михаил Иванов 67, Иван Захаров 51 и еще Айталина Конешникова в весе до, свыше, извиняюсь, 70 килограмм. Ну и у нас юноши и юниоры завоевали 10 медалей. 3 золота, 5 серебра и 2 бронзы.
Итого 16 медалей. Это ну, не подтвержденная информация, да, это мои подсчеты. И у нас сегодня еще, конечно, будет надежда на одну золотую медаль. Ну, не будем опережать Да, конечно. события. Денис Андреев в финале. Завершается первый раунд данного поединка. До конца 5 секунд. 3, 2, 1. Гонг должен сейчас прозвучать. Так и есть. Диана Дактугу завершила первый раунд атакой. Ну и послушаем тренеров. Тренируется под руководством Олимпика Колыш. Диана Дактугу, красный. Получили наставления спортсменки. И сейчас, через мгновение, мы приступим к просмотру второго раунда. Ну и стоит, наверное, объяснить телезрителям, вот, чем же отличаются финалы, да, которые мы начали транслировать в 11 часов утра, и вот гала-финалы, которые вот сейчас мы смотрим. В последние годы вот в кикбоксинге практикуется такое вот разделение финалов. Тут разница в том, что в гала-финалах у нас встречаются спортсмены, у которых ну, высокие звания, да, то есть мастера спорта международного класса, заслуженные мастеры. Спортсмены. Ну вот, собственно, по такому принципу у нас идет разделение. И, как я уже сказал, сегодня в рамках вечерней программы мы увидим 6 поединков. Хорошая двойка в исполнении Дактугу. Ну, у нас Диана Дактугу является мастером спорта международного класса. И вот на протяжении всех соревновательных дней очень хорошо себя проявила Диана. Она достаточно все бои провела уверенно. Все же и опыт есть опыт. Ну и сейчас видим тоже работает активно Диана. Изабелла Ланферова, мастер спорта с Красноярского края. Она в синей форме. Ну, последний день соревнований, дорогие друзья, вообще данные соревнования, чемпионат и первенство России по кикбоксингу вот в Якутске, да, эти соревнования собрали на ринге порядка 380 спортсменов из 40 регионов страны. Впечатляющие цифры и очень широкая география у нас представлена на этих турнирах, чему, конечно, мы очень и очень рады. Точнее ведет бой Диана Дактугу. Да, вот боковыми ударами, да, вот сколько она уже довела перчатки до цели. Ну и концовка второго раунда. Ну и, конечно, очень ответственный старт это данный чемпионат, ведь он является отборочным на последующие международные соревнования. Мы говорим, прежде всего на чемпионат да, мира, который пройдет осенью этого года. Итак, завершился второй раунд. Сейчас послушаем работу тренеров, секундантов. В синем углу ринга отдыхает представитель Красноярского края Изабелла Ланферова. Она провела 89 боев. Она Послушали красочный язык тувинский. Да, действительно, у нас ну, Россия многонациональная страна, да, и действительно у нас на рингах тоже вот представители разных национальностей. Да, вот, приятно слышать чеченский, да, дагестанский, тувинский. Ну и на якутском тоже секундировали. Да, очень много языков действительно мы вот могли слушать на протяжении этих 5 соревновательных дней, дорогие друзья. Вот благодаря таким включениям, да, во время перерыва между раундами, вот, я думаю, у наших телезрителей была возможность почувствовать себя вот прям в углу, да, спортсменов.
Третий завершающий раунд, последняя двухминутка. И сейчас, конечно, это очень важный отрезок для обеих спортсменок, ведь это последняя возможность записать свой актив баллы и повлиять на исход встречи. Ну, Диана Дактугу, да, точнее соперница работает. Пропускает Диана прямой удар встречный. Но половина раунда последнего уже позади. Лоу-кик проводит Анферова. Ну и мы напоминаем, что тут не все, да, удары засчитываются судьями. Должны быть удары акцентированными и точными, конечно же. Официальное предупреждение Диане Дактугу вынес рефери за задержку. Держать нельзя в Да, этом вот. поединке. Вот, несмотря на то, что самый жесткий, да, раздел в кикбоксинге, я говорю про К1, несмотря на это, все-таки есть же, конечно, ограничения у нас тут. Нельзя держать соперника за ногу, нельзя вот вязать его, да, нагло, вот, бросать броски тоже у нас запрещены. Но в отличие вот от других разделов, тут разрешена работа коленом, что, конечно же, дает зрелищности, да, данному разделу, самый жесткий. Да, мы в эти дни увидели эффективность ударов коленом. Да, и нокауты видели. Нокаут глухой у нас один был. Альборов, кажется, если не ошибаюсь, да, своего соперника. Гонг звучит тем временем, завершается данный поединок, и сейчас мы узнаем имя победительницы Последнее чемпионата. слово за судьями. Кто же? Диана Дактугу, мастер спорта международного класса из Тывы, или же Изабелла Анферова, мастер спорта из Красноярского края. Весовая категория 48 килограмм. Ну и Диана выходит с флагом республики. Единогласным решением судей Итак, внимание, решение судей. звание чемпионки России весовой категории до 48 килограмм завоевала спортсменка Волнуется, красного волнуется. угла Диана Дактугу. Диана Да. Дактугу, поздравляем ее. Поздравляем Диана Дактугу, Республика Тыва, мастер спорта международного класса. Она провела достойные все бои, достаточно убедительно. Опытная спортсменка. Ну и группа поддержки есть у Дианы. Я вижу, на трибунах есть группа людей, да, с флагом Тывы. Скандирует Тыва, Тыва. Ну что Да, ж, у нас Диана. есть община Республики Тыва. Да, здесь, в может быть, городе община Якутске. или же Видимо, болеют. представители команды. Ну, во всяком случае, да, еще раз поздравляем Диану с этой победой. Она становится победительницей чемпионата России весовой категории до 48 килограмм. Ну что ж, поздравляем Диану Дактугу с убедительной победой, единогласным решением судей. Да, и мы в скором времени увидим ее на пьедестале почета чемпионата. И, как я знаю, вот у нас между финальными поединками будут проводиться церемонии награждения, да, победителей. Будем, конечно, переходить, да, и чествовать победителей и призеров наших соревнований. Ну, а мы видим радость, да, эмоции Дианы Дактугу. Да, счастливый момент победы. Она будет представлять Россию на чемпионате мира. Да, этот мировое первенство у нас пройдет осенью. И, кстати, вот на днях, может быть, уже стало известно даже, вот где же пройдет чемпионат мира. У нас в числе претендентов Италия, США, Словакия, Босния и Объединенные Арабские Эмираты. Ну так, мы идем далее. И, как я уже говорил, да, это у нас единственный женский финал. Переходим к мужчинам. Весовая категория до 60 килограмм. И у нас тут в финале данной весовой категории встретится Тимирлан Бекмурзаев. Он на ваших телеэкранах. Это мастер спорта международного класса, который представляет сразу два региона. Это Республику Дагестан и Чеченскую Республику. Двойной зачет у Тимирлана. Но его соперник в синем углу ринга, вернее, он выйдет с синего угла ринга, это Артем Жигайлов. Заслуженный мастер спорта из Волгоградской области.
Ну, как вам такой финал, дорогие друзья? Международник против заслуженного мастера. Действительно, гала-финал. Ну, на ваших телеэкранах Тимирлан Бекмурзаев. Да, вот давайте пройдемся по его пути к этому финалу. Стартовал он с четвертьфинала и выиграл у Дэни Имнеева, кандидата в мастера спорта. Ну, а получается, он одержал 2 победы над представителями чеченской команды. В полуфинале он оказался сильнее Бувайсара Пасхаева, мастера спорта международного класса. Тяжелый полуфинал был у Тимирлана. Ну а что касается Артема Жигайлова из Волгоградской области, он также начал в четвертьфинале данные соревнования и одержал победу он над Кежиком Мангушем из Тывы, мастером спорта. А в полуфинале он выиграл у Сулеймана Бетербиева, кандидата в мастера спорта из Чечни. Ну, много, конечно, вот, часто мы произносим, да, Республика Чечня, ведь это вторая по численности команда на это, ну, не только чемпионате и первенстве, вообще на этих соревнованиях. Очень большая команда прилетела в Якутск, и очень здорово они выступают. В принципе, их бойцы представлены практически во всех, да, вот. Да, во всех весовых категориях, Да? и достаточно результативно. Уверенно не сказать, даже прибыв сразу в город Якутск о том, что они Заявили, да, сразу? завоюют общекомандное первое место. Ну что ж, смотрим на финал весовой категории до 60 килограмм. Но тут, да, конечно, темп будет более высоким. Тимирлан идет в наступление. Ожидается бескомпромиссный бой. Безусловно. Эффективный удар коленом. Так, ну тут рефери достучался, да, со второй попытки. Смотрим. Мидл-кик заряжает Бекмурзаев. Боковой Жигайлова. И вяжутся спортсмены в клинче. Предупреждает, да, рефери, то, что сейчас дело дойдет до официального предупреждения. А мы знаем то, что если уж сильно игнорировать, да, вот команда рефери, можно и лишиться балла. Да, конечно. Также мы можем касательно правил, да, сказать то, что рефери, говорю, секунданты во время поединка не должны подсказывать спортсмену, ведь секундантам и тренерам дается вот специально отведенное время между раундами. И вот если несколько раз рефери предупреждает тренера, то он удаляет нарушителя. Это мы уже видели неоднократно на этих соревнованиях. Ну, порядка 20 секунд остается еще боксировать в первом раунде. Но у нас Бекмурзаев выступает, работает первым номером. Бэкфист проводит. Второе замечание. И последние секунды первой двухминутки. Хорошие лоу-кики провел Артем Жигаев. Все, звучит гонг. Ну что ж, первый раунд закончился. Андрей Владимирович Тарасенко, председатель правительства Республики Саха-Якутия. Выиграю, проиграю. Дергай. Ты идешь просто в историю. Все правильно закручиваешь. Левой рукой. Он сайстеп, он тебя притискает постоянно. Понял? Сюда приводи. Задняя ручка. Ну, действительно, на этих соревнованиях, да, у нас присутствует не только спортивное руководство республики, не только руководство Федерации кикбоксинга России, но и представители руководства республики. Действительно, много у нас гостей, именитых спортсменов, легенд настоящих, да, вот, боевых искусств. И у нас второй раунд стартует, дорогие друзья. Смотрим, какая у нас тут динамика. Коленом хорошо зарядил Бекмурзаев. Артем Жигаев. Встречный удар со степа. За боксерский прием эффективно провел.
Да, подловил. Левши работает. И вот вновь. И серию лоу-киков заряжает Артем Жигайлов. Ну, потерял равновесие. Тимирлан. Напоминаем, что это у нас противостояние, да, вот мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта. Международник у нас Тимирлан Бекмурзаев, ну а заслуженным мастером является Артем Жигайлов. Да, ловить много нельзя по правилам соревнований. Половина второго раунда позади, работают спортсмены. Хорошо сейчас левой рукой пробил Бекмурзаев. Постоянно он работает первым номером, но как мы вот не раз, да, видели такое, что это не гарантия победы. Спортсмен может, да, всегда идти вперед, наносить кучу ударов. Самое главное, точные удары. Вот такая тактика. Да. Есть Можно, например... Да, есть спортсмены, которые стараются работать вторым номером, используя свой рост, выжидая, проваливая противника и набирать очки. Да, вот мы уже видели поединки, когда вот один спортсмен постоянно идет вперед, работает первым номером, и казалось бы, очень много ударов, да, вот наносит, но вот именно мы говорим то, что не все же удары. Да, идут по защите и так далее. Судьи Да. считают только точные удары. Да, поэтому... Ну что ж, завершился у нас второй раунд. Впереди заключительный третий раунд. И послушаем тренеров. На экране Сергей Васильевич Местников, председатель оргкомитета по организации чемпионата России в городе Якутске. Что по счету? Да. Сделай шаг еще сюда. Еще шаг делай сюда. Еще шаг делай сюда. Чтобы он не мог этой рукой попасть в него. Ну что ж, видим замедленные поединки. Яркие моменты. Да, Второго нарезка раунда. действий спортсменов. Вот хорошо проводил. И Туда, конечно, у него здорово получилось. И как раз в углу вот Бекмурзаева, да, как раз о сайдстепах тоже вот шла речь. Да. Шаг в сторону, шаг в сторону. Ну вот эффективность этого приема, да, мы уже видели во втором раунде. Итак, заключительная двухминутка, дорогие друзья, финал весовой категории до 60 килограмм. Ох, хорошо точно. пробил Бекмурзаев. Ну тут, если потрясение, да, вот это интересно. Так увидел, что прилично зарядил. Жигайлов, да, вот так. Бэкфист такой. Зрелищно хотел провести. ищет момент Артем Жигайлов. Вновь доводит удар хорошо до цели Бекмурзаев. Жигайлов тоже ответил серией, но по защите работает Артем. До конца 1 минута. Ну, здесь бросок. Замечание. Да, вот броски были разрешены в кикбоксинге, ну, На первом этапе Да. чемпионата. начало Очень, 90-х. да, очень эффективно броски проводили спортсмены. Якутяне Из сильные да, были, да, из в этом. якутяне, используя приемы Хапсагай. Итак, 35 секунд. И Бекмурзаев неизменно идет вперед. До конца 30 секунд. Лоу-кик, обмен лоу-киками. Боковой в исполнении Бекмурзаева не проходит, но тут судья останавливает поединок. И последняя Бекмурзаев все время идет 10-секундка. вперед. Стоп! Шаг назад! Команда брейк! Стоп! Все, последние мгновения данного поединка. Стоп! Итак, завершился бой. И сейчас мы ждем решения судей. Ну и радует, что сегодня вот люди, да, пришли посмотреть поединки, поддержать спортсменов вживую.
Ну, сегодня, да, понятно, выходной день и, в принципе, вечер, удобное время. Ну, а для всех остальных мы, конечно, вот ведем прямую трансляцию. На протяжении всех 5 соревновательных дней мы с утра до вечера в прямом эфире показывали основные поединки чемпионата и первенства. Ну что ж, сейчас будет объявление решением судей. итога данного поединка. Итак, внимание. Звание чемпиона России весовой категории до 60 килограмм Тамерлан, завоевал Артем Жигайлов, Волгоград. Ну да, Ну что ж, зря. поздравляем. Раньше Артема времени. Жигайлова, заслуженного мастера спорта, Волгоградская область. Да, вот танцевал Тамерлан, но, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Артем Жигайлов принимает поздравления. Да, он будет представлять Россию на чемпионате мира осенью этого года. Пожелаем ему успешного выступления. Да, становится он победителем чемпионата России весовой категории до 60 килограмм. Заслуженный мастер спорта, дорогие друзья, Артем Жигайлов. Ну, конечно, уставшим выглядит Артем. Позади у него 3 поединка, 3 тяжелых поединка. Андрей Владимирович Тарасенко, генеральный директор акционерного общества. Ну и нарезка действий 3-го раунда. В замедленном действии специально для вас, дорогие друзья. Вот, да, хорошо встретил в этом эпизоде Артем Жигайлов. Да, сложный бой для него был. Но все же судьи предпочтение дали именно ему. Да, с чем мы его, собственно, поздравляем еще раз. Ну что ж, 2 гала-финала мы уже посмотрели, дорогие друзья. И уже в следующем поединке мы увидим выступление якутянина. В финале весовой категории до 67 килограмм наш Денис Андреев будет оспаривать золото с Тамерланом Башировым из Чеченской Республики. Также у нас очень интересное противостояние. Встреча 2 мастеров международного класса. А у нас награждение тем временем сейчас проводится. И, как я понимаю, это весовая категория до 51 килограмма. Начинаем мы с самого легкого веса. И у нас бронзу получает, бронзовые медали получают Иван Захаров, представитель сборной команды Республики Саха-Якутия, и также Кежик Багайол из Республики Тыва. Да, вот сейчас наградят обоих спортсменов. И вот, да, медали, о которых мы говорили, очень интересные награды вот подготовили для этих соревнований. Вот они состоят из 8 частей, и они вот символизируют, да, вот ступеньки к Олимпу, ну, к победам, к Да, 8 мировым чемпионов высотам. мира. Да, и на них нанесены имена и фамилии наших 8 чемпионов мира. Ну и победитель этой весовой категории, дорогие друзья, Ну что ж, поздравляем Петра Васильева. Петр Васильев. Видели мы его поединок в рамках утренней программы. Он в финале победил Кежика Багай-Ол из Республики Тыва. Ну, Кежика нету на пьедестале, но он получает специальную медаль золотого отлива. И как в профессиональном кикбоксинге, да, Да, у нас пояс вручается. Помимо медали. Очень красивый пояс. Да, вот, обратите Постарались внимание. Вот, ювелиры Якутии. Петр Васильев. Еще раз поздравляем его. Ну и Ивана Захарова также поздравляем с бронзовой наградой. Ну что ж, Петр Васильев будет представлять Россию на чемпионате мира осенью этого года. Так, и как я понимаю, сейчас мы пойдем далее, да, у нас между поединками будут проходить церемонии награждения.
Да, Петр Иннокентьев. Исторический момент. Петру Уважаемые Николаевичу зрители. Иннокентьеву вручается благодарственное письмо правительства Республики Саха. Он в истории первый чемпион, первый чемпион да, России. Да, первый чемпион России, первого чемпионата России в 1991 году. Он тогда выступал в самой легкой весовой категории, и получается вот... Да, он выступал в 54 килограмм. Специальный приз. Да, и вот как сейчас, например, вот Петра Васильева наградили в первую очередь, да? Да. И вот первый чемпионат России, друзья, и вот его точно так же ровно пригласили на пьедестал почета, и он получил первым золото. Алексею Спирину. Алексей Спирин в этом году на этом чемпионате стал 9-кратным чемпионом России. Наши поздравления! Приз вручает отец 3-кратного чемпиона мира Иннокентия Макарова Василий Иннокентьевич Макаров. Да, это отец Иннокентия Макарова, трехкратного чемпиона мира. Он проводит награждение. Ну и мы уже отмечали, да, не раз то, что данный чемпионат и первенство России посвящены 30-летию победы Александра Иванова на чемпионате мира в Лондоне. Тогда, в 1991 году, вот в Великобритании, наш земляк Александр Иванов стал первым чемпионом мира из Советского Союза. Также эти соревнования приурочены еще и 30-летию основания, 30-летию Федерации кикбоксинга России. То есть вот двум знаменательным датам. Награждение производит Местников Сергей Васильевич, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Ну, как я понимаю, сейчас мы перейдем к следующей весовой категории, награждения. Будем чествовать победителя и призеров весовой категории до 54, если идти по порядку. Республики Саха-Якутия, заместитель председателя Ну, как я понимаю, по две, да, весовые категории будем награждать между поединками. Да, по регламенту. за третье место. Ну и спортсмены уже. Да, утренняя программа. Тимофей. Чеченская республика. Хамид Пасхаль. Чеченская республика. Так, интересно, да, мы пропустили весовую категорию до 54 и приступили вот к награждению спортсмена весовой категории до 57. И у нас тут два представителя сборной команды Чеченской Республики, Ацалам Умадов и Хамид Пасхаев. Получают они бронзовые награды. Награждение производит Сергей Ларионов, президент Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия. Серебряной медалью награждается Сафай Насуханов. Чеченская республика. И еще один представитель Чеченской Республики выходит на вторую ступень пьедестала. Это Сафай Насуханов, кандидат в мастера спорта. Ну и отрадно, да, тут приятно, конечно, видеть сейчас будет, Да, нашего. да, на высшей ступени пьедестала в окружении, да, вот представителей клуба «Ахмат». Ну что ж, дорогие Ну что друзья, ж, Тимофей поздравляем. Сивцев. Поздравляем Тимофея Тивцева за этот праздник спорта, за его чемпионское звание. Чемпион России весовой категории до 57 килограмм, дорогие друзья, Тимофей Сивцев. Награждение производит Сергей Местников, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата России в городе Якутске. Ну и вручается вся наградная атрибутика, в том числе пояс чемпиона России. Ну приятно, да, что вот организаторы
вплоть до мелочей все продумали. И, конечно, вот как в профессиональном кикбоксинге тоже вот получать пояс тоже очень здорово. Ну, видим, как он выполнен, Да, да? очень красиво. Якутские ювелиры постарались, действительно. Итак, Тимофей Сивцев на высшей ступени пьедестала, серебряный призер Сафай Насуханов, обладатели бронзовых наград Ацалам Хумадов Ну и награждение Хамид тренера. Пасхаев. Андрея Алексеева, главного тренера Республики Саха-Якутия. Поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 57 килограммов. Но мы еще раз поздравляем победителя и призеров. И, конечно же, фото на Общее память. фотографирование на память. Весовой категории до 57 килограммов завершается. Продолжается В окружении финальный чеченских спортсменов спортивного клуба «Ахмат». Наш Сивцев. Ну, сегодня в рамках Тимофей. утренней программы, да, отличный поединок, да, продемонстрировал. Да, был очень зрелищный, Тимофей. красивый бой. Абсолютно заслуженно стал победителем. Ну и мы идем далее, дорогие друзья. У нас осталось-то, ну, всего-то 4 поединка. А вот сейчас, да, все внимание на центральный ринг, дорогие друзья. Сейчас у нас на ринг выйдет Денис Андреев, член сборной команды Республики Саха-Якутия. Он выйдет с синего угла, а его соперником будет, вот он, Денис Андреев, мастер спорта международного класса на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Трехкратный чемпион России, чемпион Европы, один из лидеров нашей команды. Ему секундирует, как мы видим, Вадим Колтовской, многократный чемпион России, чемпион Европы, который, к сожалению, пропускает домашний чемпионат России из-за травмы. Но помогает спортсменам, советует. Да, конечно, делится своим Секундирует. богатым опытом. Помогает он Андрею Алексееву. Ну а это соперник нашего Дениса, это Тамерлан Баширов, мастер спорта международного класса, представляющий Чеченскую Республику. Ну, очень интересное сейчас будет противостояние. Как я уже озвучил, да, ранее, я насчитал 16 медалей у сборной команды Республики Саха-Якутия на текущий момент. Вот среди взрослых у нас 2 золота Ну что ж, и 4 бронзы. чеченская диаспора и чеченская команда болеет за своего Тамерлана Баширова, мастера спорта международного класса. Ну, я думаю, сейчас и оживет триумф за Безусловно, Дениса уже. Андреева. Чувствуется уже вот напряжение в воздухе. И у наш Денис Андреев уже вышел на ринг и ждет своего соперника. Ну давайте посмотрим путь Дениса Андреева до данного финального поединка. Стартовал он с 1/8, где победил Максима Черненко, мастера спорта из Приморского края. В четвертьфинале Денис выиграл у Вадима Давыдова, кандидата в мастера спорта из Москвы. Ну а в полуфинале якутянин оказался сильнее Халида Хумидова из Чечни. Ну и вот, конечно, традиционные, да, процедуры представителей Чеченской Республики, Тамерлана Баширов. Но перед каждым поединком, да, он Да, он всегда молится. да, перед каждым поединком. Тамерлан Баширов в 1/8 финала выиграл у Максима Соболева из Кемеровской области. В четвертьфинале оказался сильнее Пунхана Мамедова, мастера спорта из Краснодарского края. Ну а в полуфинале выиграл у Ну что ж, Михаила начинается. Иванова, якутянина. И сейчас, да, финал. Смотрим. Хорошо встречает Денис Андреев. Здорово коленом залетает. Оба мастера спорта международного класса. Тамерлан чуть выше роста. Да, небольшое Ну, преимущество да. есть в росте. Идет вперед. Но тактика Дениса Андреева, он привык чуть вторым номером работать. Находить моменты, слабые стороны и работать на опережение.
Половина раунда позади. Но Денис, да, продолжает вот, да, работать вторым номером, и Хорошо, подбирает удар он снизу прошел. наилучший момент для проведения своей атаки. Ну и не сказать, что Баширов, да, вот прям сломя Да, голову идет вперед. Сейчас вся республика болеет за Дениса Андреева. На телеэкранах республики и на YouTube-канале. Так, звучит команда брейк. 25 секунд остается. Серию проводит Хорошо, Баширов. защита. Немножко поработали в клинче, и остается 10 секунд. Ну, спокойный такой у нас первый раунд получается. Но... Спокойный в плане динамики, но напряжение-то какое стоит сейчас. Все, звучит гонг. Конец Так, первого раунда. завершился первый раунд. Александр Михайлов. И Павел Пенигин на ваших телеэкранах. Да, и Павел. Но активная работа идет, да, в обоих углах. Да, конечно, все понимают о том, что бой очень ответственный. И сейчас каждый раунд играет важную роль. Да, напоминаем, Так что что- на кону ведь не просто медаль, да, и звание чемпиона, так еще и путевка на чемпионат мира. На кону действительно очень многое стоит. И остается у нас 2 раунда. Сейчас вторая двухминутка стартует. И смотрите, Тамерлан Баширов призывает, Так, да, призывает своих активнее болельщиков поддерживать. поддерживать его. Здорово. Якутские зрители в триумфе с напряжением следят за поединком. Ну вот раз за разом Денис пытается провести, да, такой лоу-кик после разворота. Хорошую серию Хорошая Денис атака. выбрасывает. Активен Баширов. Так, напряженный поединок. И тут сколько, да, уже этих лоу-киков зарядил представитель Толкает Баширов. Чечни. 2 мастера спорта международного класса у нас продолжают оспаривать золото. Денис Андреев в предыдущем поединке получил рассечение. Но спасибо врачам, они сделали все возможное. И у него все нормально. Да, я надеюсь, это рассечение не будет, да, создавать дискомфорт в этом поединке. Меньше 30 секунд остается, и Баширов активно включается. Смотрите, прижал канатом Дениса и работает. Чеченец. Да, Денис ждет, встречает, останавливает атаку Баширова. Ну и на последних секундах сам пошел вперед Денис. Еще один встречный. Все, звучит гонг. Конец. Такой раунда. равный бой идет. Видим замедленную съемку второго раунда. Ну, очень такой ровный поединок у нас идет.
Да, совершенно ровный был. Конечно, Баширов активен. Да, и как я понял, вот Денис сейчас будет работать, ну так же, да, он будет вторым номером. Ну что, сейчас решающий раунд. Оба спортсмена будут навязывать свой стиль боя. Вот вы могли услышать, да, то, что Андрей Алексеев вот, говорил, то, что сейчас сам Баширов будет на тебя идти. Да, и Показывал старайся трудовые движения, влево-вправо. да, вот, типа Влево-вправо. сайдстепы. Постарайся его провалить. Здесь пропустил слева Андрей Денис. Вот, хорошо. Прямой хорошо встретил. Последний Идет раунд. лоу. После атаки сразу лоу идет. Идет напряженный раунд. Ну что ж, до конца 1 минута ровно. Да, половина раунда остается. Так, работа в клинче. Держит Баширов. Так, Денису предупреждение будет. Официальное предупреждение Денису за задержку. Но убежал-то Баширов. Ну, интересно, да. 35 секунд остается, и надо сейчас включать всю свою экономленную энергию и работать. Чуть больше 20 очень секунд. напряженный бой. Триумф болеет за Дениса. Бэкфист Отличный проводит. бэкфист. И тут же боковой добавил. Последние секунды Последняя поединка. атака. Хорошо было бы сейчас провести хороший акцентированный удар напоследок. Звучит гонг. Ну что ж, завершается раунд. И как болеет Александр Михайлов. На протяжении всех Да. этих дней, да, вот очень Александр активен. Михайлов, тренер Александра Иванова. Один из основоположников кикбоксинга в Якутии. Ну что ж, ждем. Денис Андреев. Ждем решения судей. Ну, хорошее настроение на песне заводит он трибуны. Что ж, с волнением ждем результата. Оглашение результата. Спортсмены приглашаются к рефери. Так, что у нас тут? А чем недоволен? Тамерлан Баширов. Ну, чеченцы, конечно, национальный народ. Но я не могу понять, а что его не устроило. Подзывали же для того, чтобы, как я понимаю, да, озвучить решение. Ну и пока по углам, да, отправили файтеров. Бой был достаточно очень ровный, поэтому очень важно сейчас просмотреть все судейские записи. Да. Конечно, здесь и главный судья в том числе просматривает. Я думаю, сейчас телезрители через экран чувствуют напряжение, которое Да, сейчас это очень напряженно, висит в триумфе. Ну, тренера уводят, да, уводят Тамерлана Баширова. Вот пытались увести, вернее. Но, как я понимаю, да, вот представители, да, Чечни узнали о том, что, по всей видимости, победу Денису дали. И хотят оспорить, да, данное решение. Ну, в финальных боях такое бывает, конечно. Да, вот Но последнее слово в любом случае за рефери, за боковыми судьями. А в случае
равенства очков. Последнее слово дается главному судье соревнований Ну вот мы видели, да, чемпионата как России. тренеры хотели Тамерлана увести, но похвально, что Тамерлан сказал: нет, нет, я останусь. Показал вот большой палец. Да, нет, я останусь на ринге. Действительно, Итак, вице-президент Федерации кикбоксинга Александр Николаевич Березкин подзывает судейскую бригаду. да, там совещание специальное сейчас будет, наверное, короткое, да? На самом высоком уровне решается Да. исход данного поединка. Представитель Якутии попросил отойти. Ну да, конечно, тут в работе Да. Только, судейского корпуса да, никто только не должен нейтральные мешать. судьи здесь решают. Никакого давления не должно быть. Конечно. И Денис Андреев с волнением продолжает ждать результата. Но Тамерлан тоже по-прежнему на ринге. Хотя хотели его, да, увести тренера. Итак, Но будет сейчас все-таки оглашено решение. В данном поединке на основании решения главного Внимание. судейской коллегии победу и звание чемпиона России весовой категории до так 60 напряженный килограмм момент. завоевал спортсмен красного угла Тамерлан Баширов. Да, да. Баширов. Победу дали Тамерлану Бекмурзаеву. Республика Дагестан, Чеченская республика, мастеру спорта международного класса. Тамерлан Баширов. Принимает он Да. поздравления. Ну что ж, поздравляем представителя Республики Дагестан. Ну что ж сказать, Денис Андреев мог быть поактивнее, мог быть поактивнее. Ну и новоиспеченного чемпиона, да, подбрасывает Поздравляю, вверх. поздравляю. Ну, якутских спортсменов Искан Барашков, старший тренер сборной команды Республики Саха-Якутия, среди юношей и юниоров поздравляет. Интересное зрелище, да? Ну и да, чемпионом России весовой категории до 67 килограмм становится Здесь Тамерлан Баширов. в замедленных съемках видно, что Денис Андреев точнее, но он больше работает вторым номером. Что, конечно, при равном бою предпочтение судьи дали все же более активным. Ну, поздравляем Дениса Андреева, серебряная медаль. Также высочайшие пробы чемпионата России. Сложный бой был. Судьи долго принимали решение. Да, и по Самая всей, главная интрига сегодняшнего гала-финала. ну, по всей видимости, изначально, да, победу-то хотели присудить Денису Андрееву. Вот, именно с этим, кажется, было связано вот, недовольство тренерского штаба чеченской команды. Дело дошло до того, что вот прям хотели увести Тамерлана, ну и видим, какие, да, вот Ну, эмоции. Эмоции Тамерлана Бекмурзаева, да, национальный спортсмен. Но он заслужил, да, заслужил. Он был более активен, работал первым номером. Да, друзья, мы идем далее. Это весовая категория до 81 килограмма. В красном углу ринга Данил Карпенко, мастер спорта международного класса из Волгоградской области. Его соперник также международник Александр Дмитриенко. Представляет он Самарскую область. Рефери данного поединка Сергей Егоров, мастер спорта международного класса, известный кикбоксер Якутии. Ну и вновь, да, ему доверяют вот поединки Да, тяжелых весовых да, категорий. самые сложные бои ему доверяют на чемпионате России. Да, тут потому что, конечно, удары более акцентированные,
И тут, конечно, рефери надо очень внимательно следить за состоянием спортсменов, да? Так, тут по назад. команде брейк надо Без отходить команды. без удара. И Сергей Егоров сразу вот делает замечание. Хорошая подсечка была. Четвертый по счету поединок. Напомню, это весовая категория 81 килограмм. Так, и если мои подсчеты верны, то у сборной команды Республики Саха-Якутия, вообще у якутских, да, файтеров, 17 медалей. Взрослые спортсмены у нас завоевали 2 золота, 1 серебро, 4 бронзы. Юниоры и юноши у нас 3 золота, 5 серебряных наград и 2 бронзы. Ну, впечатляет, впечатляет. Якутская команда хорошо подготовилась. Итак, до конца 35 секунд. Подходит к завершению первый раунд. Напряженный бой. Ну и 10 секунд до конца. Кто же проведет последнюю атаку? Это важно для судейской бригады. Бэкфист Дмитренко по защите приходится. Ну, должен быть точный удар, конечно. Да, точных ударов не было. Отправляются спортсмены к своим тренерам. Ну и давайте послушаем. Так, видим замедленную съемку первого раунда. Да, и что касается пути, да, спортсменов к данному финальному поединку, то Данил Карпенко, который у нас выступает в красной форме, он в 1/8 выиграл у Ильи Ильина, мастера спорта из Челябинской области. В четвертьфинале оказался сильнее Амира Альбурова, мастера спорта из Москвы. А в полуфинале он выбил из соревнования Абдула Азиза Юсупова, мастера спорта из Чечни. Александр Дмитренко в 1/8 финала выиграл у Вадима Шеремета из Краснодарского края. Он мастер спорта. В четвертьфинале он победил Анварбека Даниелбекова, мастера спорта из Петербурга. И в полуфинале выиграл у Максима Сульгина из Новосибирской области. И вот сейчас оба спортсмена оспаривают золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма. Ну что ж, у нас второй раунд. Уже почти минута. Напомню о том, что встретились 2 мастера спорта международного класса. Представители Самарской области и Волгоградской области. Сергей Егоров делает замечание Дмитренко, то что нельзя удерживать спортсмена с оппонента. Дмитренко сигнализирует, потому что нужно ему поправить щитки. Вязкий бой идет. Не дают друг другу работать в ближнем бою. Ну и Итак, рефери дает официальное замечание. предупреждение. Дается команда файт, и все, последние 25 секунд. Ну, хорошая атака провел Александр Дмитренко. Сразу проводит атаку и сближается и не дает противнику ответить. Да, вязкий у нас поединок проходит в этой весовой категории. Но вот сейчас по корпусу хорошо поработал Да, Дмитренко. Саш, тяжелый вес, 81 килограмм, поэтому... Бэкфист. Ну, по скользящей, да, вот прошел этот удар.
Ну и конец раунда. Послушаем работу секунданта. Красный держишь. А красного? Команда выполняет. Дистанции ты на среднем набираешь, через руки, ноги. Только тогда считаешь. Чё, блин? Чего, блин? Сейчас сделаю. Дышь, дышь. Ну вот, Данил Карпенко, да, получил наставление. Очень нравится вот настрой представителя Волгоградской области. Очень спокоен спортсмен. Сейчас сделаю, сказал Карпенко. Да, уверен в себе. Итак, Так и У нас- должно быть у каждого спортсмена. заключительная Готово. двухминутка. И поехали, друзья. Хорошо начинает Дмитренко. Активно начинает. Данил Карпенко. Ну, перехватил. Хороший лоу. Хороший лоу. И равновесие вывел противника. Очень внимательно работает Сергей Егоров при малейшей вот... Да, опытный судья чемпионата России. Да, у каждого по предупреждению. Да, официальное предупреждение за игнорирование, да, вот команды Сергея Егорова. Нужно тут поправить футы Дмитренко. Мы видим, что оба спортсмена, да, используют лейкопластырь, помимо основной фиксации этих щитков. Потому что действительно вот столь важном поединке не хотелось бы, да, много времени тратить на поправление экипировки. Но вот активно начинают работать оба спортсмена. Близится к завершению данный поединок. Да, до конца 45 секунд. И спортсмены также продолжают вязкий бой. Идет сразу сближение. Вяжут друг друга. Не дают работать. Хватать нельзя. Подключают колени спортсмены. Вот, по бедру работает Карпенко. Ну что, меньше 10 секунд остается. Плотный бой идет. Никому не хочет уступать. Все. Завершается Ну что ж. поединок. Бой завершен. Весовая категория 81 килограмм. И сейчас судьи нам скажут результаты. Ну тут, да, интересно будет, да, узнать итог поединка. Сергей Егоров подзывает спортсменов. Единогласное решение. Александр Дмитренко. Ну что ж, поздравляем Самарскую область. Мастер спорта международного класса Александр Дмитренко. Да, становится он победителем чемпионата России в весовой категории до 81 килограмма. Таким образом будет он представлять сборную России на чемпионате мира, который состоится осенью. Поздравляем мы Александра Дмитренко. Да, золотая медаль уходит в Самарскую область. Принимает поздравления Александр. Да, просит интервью. Да, и сразу, да, вот будет делиться своими Эмоциями, впечатлениями от прошедшего поединка.
Но мы смотрим нарезку минувшего раунда, последнего раунда этого поединка. Ну, Александр Дмитренко становится победителем этой весовой категории. Серебро, соответственно, получает у нас Данил Карпенко. Вице-президент Федерации кикбоксинга. Да, разнообразнее работал Заместитель председателя Александр Федерационного Дмитренко. комитета, заслуженный тренер России, технический делегат соревнований Александр Николаевич Березкин, олимпийский Ну и сейчас будет у нас награждение. Я так думаю, тоже две весовые категории. Спортсмены двух весов выйдут на пьедестал. Андрей Владимирович Тарасенко и супруга его Светлана Валентиновна Тарасенко. Так, ну и у нас, как я понимаю, идут подготовительные, ну, последние, да, подготовительные моменты к награждению. Но вот мы видим слева Сергея Ромашкова, президента Федерации. Дальневосточного федерального округа. Он так же, как и вот Владимир Давидович, выступал в качестве эксперта-сокомментатора. Вот я помню, год назад на чемпионате Дальнего Востока. За третье место бронзовой медалью награждаются Лев. Сулейман Петербиев. Вчера у него день рождения было. Представитель сборной команды Республика Чечня. Да, абсолютный чемпион мира. И вчера его поздравляли, вручили якутский нож. Да, Хорошо поздравили. на пьедестале спортсмены Чеченской Республики. Награждает Александр Николаевич Березкин, вице-президент Федерации кикбоксинга России. Напомню, что он наш земляк из Чевского. Родом из, Да, родом. из Якутии. И спустя вот он тоже на открытии вот, да, признавался, спустя столько лет вернуться ему очень приятно на родную землю, да. И, как я понимаю, это у нас, да, весовая категория до 60 килограмм. Перед вами Сулейман Бетербиев и Бувайсар Пасхаев. Два представителя сборной команды Чеченской Республики получают свои бронзовые награды. Ну что ж, Волгоградская область, Федерация кикбоксинга. На вторую ступень пьедестала чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1 выходит Темирлан Бекмурзаев, мастер спорта международного класса, представляющий Республику Дагестан. Награждает Павел Пенигин, олимпийский чемпион по вольной борьбе в городе Монреаль в 1976 году. Вольная борьба. Весовой категории до 60 килограммов. Я думаю, да, честь получить награду от Да, это Олимпийцы. знак о том, что в ближайшие годы, возможно, кикбоксинг войдет в олимпийскую программу. кстати, да. И триумфатор этой весовой категории. Перед вами Артем Жигайлов, дорогие друзья. Заслуженный мастер спорта России. Он представляет команду Волгоградской области. Получает он наградную атрибутику, в том числе пояс чемпиона. Шикарный пояс. Ну и, как видим, Артем Жигайлов Поздравляем, поздравляем. вышел с флагом, на котором изображен логотип Федерации Волгоградской области по кикбоксингу. Ну и тренеров, конечно, тоже награждают. Артем Жигайлов, победитель чемпионата России весовой категории до 60 килограмм. Ну и, конечно, фото на память. Первое место Артем Жигайлов, серебряный призер Темирлан Бекмурзаев и обладатели бронзовых наград Сулейман Бетербиев и Бувайсар Пасхаев. Ну что ж, поздравляем спортсменов из Волгоградской области. Начинается
И женщин сейчас будут награждать. Награждение производит Да, Иннокентий Начинаем в весовой Диана категории до Доктугу. 48 килограмм. первое место. Да, и у нас, Республика Тыва. да, Диана Доктугу, вот видели ее поединок в рамках. Но она открывала программу гала-финалов, Да, сегодня. выиграла у Изабеллы Анферовой. Ну и тут бронзовыми призерками стали Татьяна Алексеева из Москвы и Кабира Улугова из Москвы. Ну, москвички, да, у нас. Взойдут на третью ступень пьедестала. Ну, ждем появления спортсменок на пьедестале почета чемпионата. У нас порядка 380 спортсменов вообще приняли участие на чемпионате и первенстве страны. Ну вот видим, Олег Олегович Марков, генеральный директор национальной вещательной компании «Саха», также внимательно следит за ходом гала-финалов, ну и также церемонии награждения. Алексей Колодезников с Андреем Тарасенко. Алексей Колодезников у нас является вице-президентом Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия. бронзовыми медалями награждаются Татьяна Алексеева, Москва. Камерамонова, Москва. Так, ну, Татьяна Алексеева получает бронзовую награду, а вот Кабира Улугова, мы ее не видим. Не явилась на награждение. За второе место. И Серебряной медалью награждается серебряную медаль сейчас получит Изабелла Анферова, мастер спорта из Красноярского края. Ну, в хорошем таком финале, да, она уступила Да, Диане Доктугу. но опыт был выше у Доктугу Дианы, мастера спорта международного класса. за первое место. Золотой медалью награждается И победительница чемпионата России весовой категории до 48 килограмм. Мастер спорта международного класса Диана Доктугу. Республика Тыва. Награждение проводит Иннокентий Юрьевич Григорьев, министр спорта. Именно благодаря его презентации в 2019 году в рамках чемпионата России Федерация кикбоксинга России представила возможность провести сегодняшний чемпионат в городе Якутске. Да, действительно, Иннокентий Григорьев тогда лично вот представил и защитил проект проведения и организации этих соревнований. Поэтому большой вклад он внес. Да, спасибо министру Республики Саха-Якутия. тренер чемпионки. Ну и про тренеров, конечно, мы не забываем. В любой победе, конечно, весомую, важнейшую лепту вносит, конечно же, тренер. Золотая медаль уходит в Республику Тыва. Ну и поздравляет, да, Изабелла Анферова, свою соперницу по финалу. Так, и тренер Диана Доктугу получает специальный приз. Памятное фотографирование. До 48 килограммов среди женщин. Ну и тренер Изабеллы Анферовой тоже. В последний момент, да, успел войти в кадр. Да, очень справедливо, когда награждают и спортсмена, и тренера. Да. Это тандем. Памяти Успех шестикратной чемпионки мира всегда в тандеме. Тренер и 18-кратной воспитанник. чемпионки России по кикбоксингу, заслуженного мастера спорта России по кикбоксингу, заслуженного мастера спорта России по боксу Лидии Андреевой. В кадре Василий Иванович Егоров. Он стоит, разговаривает. Петру Васильеву. В свое время он был старшим тренером сборной команды России по лоу-кику.
внес неоценимый вклад в развитие кикбоксинга Республики Саха-Якутия. Так, и специальный приз вручается Петру Васильеву. Ну что, глава, Телевизор. Да, глава Сунтарской области лично вышел и поздравил Петра Васильева, вручил ему телевизор. Поздравляем еще раз Петра Васильева, благодарим его за эту победу. Андрей Владимирович Тарасенко, председатель правительства Республики Саха-Якутия. И рядом Алексей Засимович Колодезников, вице-президент Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия. Весовой категории до 57 килограммов Тимофей Сивцев. Награду вручает глава муниципального... Ну, Тимофею Сивцеву тоже сейчас будет вручен специальный приз. Александр Николаевич Григорьев. Также телевизор. Нашим чемпионам, да, по телевизору вручили. Да, памятно. Хорошее дополнение, да, к победе на чемпионате. Да, к поясу. Да, и к поясу, наградной атрибутике. Здорово. Итак, ну сейчас мы... Да, хорошего по маленечку, как говорится, и мы продолжаем. Просмотр финальных поединков. У нас Да, осталось нас два ждет поединка. 86 килограмм, 2 поединка. На ринг выйдет Сергей Пономарев, заслуженный мастер спорта, представитель Пермского края. Ну и синего угла представитель Владимирской и Нижегородских областей Денис Бочаров, мастер спорта международного класса. Да, вот видим, Сергей Пономарев уже выходит. Он, видим, как он заряжен, настроен на этот поединок. Но это уже серьезный, да, такой вес, дорогие друзья, до 86 килограмм весовая категория. И тут Да, предыдущие наши все бои в этой категории заканчивались досрочно. Денис Бочаров на ваших телеэкранах, мастер спорта международного класса, представляющий Владимирскую и Нижегородскую области. Ну а что касается Сергея Пономарева, то он заслуженный мастер спорта. Сергей Пономарев, ну, в этой весовой категории, да, состязания вообще стартовали со стадии 1/4 финала. Сергей Пономарев тогда в четвертьфинале выиграл у Алексея Дмитриева из Калининградской области. И потом в полуфинале победил Адама Халиева, мастера спорта международного класса из Чечни. Ну а его соперник Денис Бочаров в четвертьфинале одержал победу над Махмадами Асмаевым из Чечни. И затем в полуфинале оказался сильнее Шамиля Вагабова, мастера спорта, который представляет Приморский край. Ну, третьи поединки проводят оба спортсмена. Да, судьи готовы, спортсмены готовы. Итак, поехали. Финал весовой категории до 86 килограмм. Заслуженный мастер спорта в лице Сергея Пономарева против мастера спорта международного класса в лице Дениса Бочарова. Опыт встречается с молодостью. Так, точнее идет бой Сергей Пономарев. Ну тут, да, это, конечно, уже большой вес, это серьезная весовая категория, тут любой удар может решить исход встречи. Боковой доводит до цели Бочаров. Половина первого раунда уже позади. Здорово, да, боксирует Пономарев? Да, техничные вот бойцы. Серии. Фролов тоже не добывает, по внутренней части бедра зарядил спортсмена в красной форме. Сразу боковым закончил. Ух, я думаю, это было очень больно, да, вот когда тебя всаживает в колено на такой скорости. Но приятного в этом, конечно же, мало.
Чуть больше 30 секунд остается. Ну, можно сказать, что вот такая динамичная разведка, да, у нас получилась. Да, совершенно верно. И вновь колено подключает Пономарев. Хорошо, хорошо работает коленом. Правый прямой проходит цель. Пальчиком ведет Пономарев. И завершается у нас первый раунд. Активнее был спортсмен красного угла Сергей Пономарев, заслуженный мастер спорта. Чувствуется его опыт. Работайте. Все нормально. Ну, просто, если руками пошел, лоу-кик заканчивай. Защиту ставь, раз, лоу-кик. Не бей. Да, просит спортсменов хотящих пробивать лоу-кик не увлекаться вертушками. Предлагает Сергею Пономареву секундант. Вот эффективные такие удары. Крышку уберите, пожалуйста. Коленом. Секунданты, крышку с подушкой вот здесь вот. Наверху. Так, бойцы готовы. Второй раунд. Да, вторая двухминутка. Давайте смотреть. Хайкик. Пытался зарядить Бочаров. Да, сейчас бой будет плотнее, конечно. Ну туда действительно с каждым раундом, думаю, темп будет увеличиваться, да? Напомню, что в синем форме спортсмен Волгоградской области, мастер спорта. Владимирской области, извиняюсь, Денис Бочаров, мастер спорта международного класса. В красной форме представитель Пермского края, заслуженный мастер спорта Сергей Пономарев. Весовая категория 86 килограмм. Хороший отрезок проводит Пономарев. Вот серию хорошую проводит. По голове, да и по корпусу тоже работает. И колени хорошо подключает. Да, он по этажам работает. Раскрывает один этаж, работает по другому этажу. Хороший лоу-кик. Денис Бочаров все же Бэкфист. диктует. Но Пономарев Идет вперед. смотрится предпочтительнее. Да, он точнее, опытнее. Ну, действует, да, он точнее и разнообразнее. И вот что попально, да, вот действительно по всем этажам работает Пономарев. Ну, вот видим, да, вот покраснение на корпусе Бочарова. Это результат вот постоянных вот этих вот ударов Да. коленом. Колено. О, хорошо работал. И вот колено, да, у него, конечно, очень активно работает. Вот, видим на повторе. Он коленом, по-моему, нокаутировал. Да, кажется, это действительно Пономарев был. Да, вот просто вам сил, да? Да, эффектный такой удар в ближнем бою. В прыжке. Последний раунд, от которого многое зависит. Зрелищный бой. Никто никому не хочет уступать. Бочаров Денис идет все время вперед, навязывает бой. Сергей Пономарев опережает, коленом добавляет свою атаку. Вот корпус, голова. Точный удар.
Рефери просит без захвата поработать. Встречный снизу справа прошел. Хорошо. Точнее работает Сергей Пономарев. Ну что ж, последние 20 секунд. Да, видим, Хороший что бой задал. задышали, да, оба спортсмена. И сейчас, конечно, надо в последние секунды активно отработать. Потерял равновесие во время атаки. Да, и последние секунды поединка. Все. Ну что ж, бой завершен. Тут, Дождемся решения. Доволен секундант. да, тренер Сергея Пономарева, да, вот Говорит, в лаконично одну так калитку. резюмировал данный поединок, Да, да. вдохновляет своего спортсмена. В данном бою победу единогласным решением судей Единогласное решение судей. звание чемпиона России весовой категории до 86 килограмм Чемпионом весовой категории до 86 килограмм у нас становится Сергей Пономарев. Заслуженный мастер спорта, представляющий команду. Точнее был Сергей Пономарев. Да. Золотая медаль уходит в Пермский край. Весовая категория 86 килограмм. Ну и, соответственно, бронзовым, серебряным, конечно же, призером у нас становится Денис Бочаров, мастер спорта международного класса но он представляет сразу два региона, Владимирскую и Нижегородскую области. Ну а Сергей Пономарев у нас представляет Пермский край. Да, он будет представлять осенью сборную команду России на чемпионате мира. Ну и аплодируют трибуны Сергею Пономареву. Ну, действительно, один из таких самых ярких, да, файтеров этих соревнований. Да, очень красиво ведет бой, разнообразно. В чем мы можем убедиться вот, посмотрев эти повторы, да? Да, точнее работает. Однозначно Сергей Пономарев. Да, тяжело, конечно, тут было Денису Бочарову что-либо ему противопоставить, но отдадим ему должное. И поздравим с серебряной наградой. Ну а Сергея Пономарева мы Да, поздравляем. вот эмоции. Эмоции С победой. победителя. Ну что ж, остается у нас один поединок. Самая тяжелая весовая категория. Два мастера спорта будут выяснять отношения. Да. До 91 килограмма у нас. Как я понял, сразу будут проводить. И награждение, значит, оставшиеся награждения у нас будут после данного поединка. Ну что ж, Значит, сразу приступим. в красном углу ринга представитель Нижегородской области, мастер спорта Дмитрий Васенев. Да, В он синем уже углу ринга вышел на представитель синем. Волгоградской области, мастер спорта Никита Данилов. Весовая категория свыше 91 килограмм. Дмитрий Васенев в четвертьфинале победил Мусу Султаева, кандидата в мастера спорта из Чечни. Но две победы он одержал над представителями чеченской команды. Сначала в четвертьфинале он выиграл у Мусу Султаева, а затем в полуфинале оказался сильнее Булата Каимова. Что касается Никиты Данилова, то он в 1/4 одержал победу над Хамзатбеком Нуруддиновым из Дагестана. Ну а в полуфинале выиграл у Валерия Безяева из Пермского края. Итак, сейчас финал. Видим то, что серьезное такое преимущество в росте у Васенева, да? Да, выше, на полголовы выше. В этой связи Никита Данилов идет только вперед, старается приблизиться. Ну и задача, конечно, Дмитрия Васенева держать его на дистанции, не подпускать, встречать. Боковой. Достаточно быстро работает. 91 килограмм. Первый и последний. Брейк, шаг назад, исполняем. Файт. Рефери
Ну, замечание делает Данилову по поводу игнорирования команды брейк. Конечно, Никите Данилову невыгодно делать шаг назад. Он старается навязать свой бой и быть ближе к противнику. Серию лоу-киков прописывает Васенев. Ну и Данилов по-прежнему, да, вот продолжает идти вперед. На дистанции тут, конечно, Васенев его перебьет. Да, за счет длины рук, роста своего, и такая эффективность дальних ударов. Последний огонь. Бай! Стоп! Изучит гонг. Итак, первый раунд закончился. Послушаем работу тренеров-секундантов, их наставления. Очко, вы что-то сбивать, что ли, учись? Просто их чуть дернул, сбил чуть-чуть, а то немножко на себя принимаешь. Так хорошо, нормально. Выцеливай, чуть поддал и подхватывай. Чуть-чуть разревни. Да, и видели, да, как вот полотенцем, да, вот вытирает область глаза, там в конце раунда, ну, рассечение, что ли? Кровь была над бровью Да, Дмитрия Васенева. такие рассечения бывают часто, конечно. Ну, еще маска помогает. Меньше, чтобы таких рассечений было. Второй раунд. Итак, второй раунд. Вторая двухминутка. Погнали, дорогие друзья. Бэкфист в начале этого раунда делает Данилов. И смотрите, как динамично у нас, да? Все идет. Так, экипировка опять подводит. Стоп! Стоп! Один. Два. Да, это было больно и отсчитывается нокдаун. Здесь даун. Не сможет, по всей видимости, да, продолжить поединок по-моему. Никита Данилов. Да, и Да. таким образом Дмитрий Травма получается. Васенев становится победителем в этой весовой категории. Ну, сейчас надеюсь, что Да, у удары Никиты тяжелые, конечно. все в порядке, обойдется без каких-либо таких Видимо, серьезных травм. Да, видимо, старая травма. Может, Давно да, вполне себе может знать. быть. Вот сразу вот мы видели, как Никита, да, вот упал и пытался подняться, но пытался подняться, затем сразу упал. Ну, крики слышу. Так, надо вот действительно мешаться, да, медицинскому персоналу. Тут вот Да, удары корчится от боли. достаточно сильные удары. Конечно, повредить ногу можно в любой момент. Ну, снимает щиток врач и тренер. Ну, надеюсь, Никиты. нету перелома. О, врачи говорят, что перелом. Да. Запросили вот шину, и прямо сейчас, по всей видимости, на ринге, да, вот. Да, врач констатировал, что подозревает на перелом ноги. Ну тут да, мы можем, да, понять Да. степень серьезности травмы вот по крикам Никиты Данилова, по его стонам, действительно. Да, сейчас делает врач обезболивающий. Сейчас посмотрим. Ну, как я вижу, там в области бедра же, да, удар? Да, он нанес удар ногой, тут поднял ногу, защитился такой, в защиту попал и повредил себе ногу. Ну и вот заморозку, да, использует Да. представитель медицинского персонала. Ну,
Дмитрий Васенев, конечно, я думаю, уверен, что он не хотел, да, выиграть именно таким образом, да. Ну, от травмы никто не застрахован. Конечно. Вот туда сейчас наносит. Он подставил ногу. И то ли старая травма, или все же... Да, продолжают. Да, удар-то был не сильный. Да, но, кстати, не сказать, да. что прям такой пушечный лоу-кик, да, не такой он был. Ну и Дмитрий Васенев. Видимо, старые травмы дают о себе знать. Но, слава богу, он дошел до финала. Провел все эти бои тяжелые. Ну, продолжаем, кажется, ждать вот что, шину. Да, сейчас. Носилки принесли. Ну и придется Никите Данилову, да, на носилках покинуть ринг. Исход которого, конечно, никому не пожелаешь. Ну, сейчас нужна врачебная помощь. Рентгеновский снимок важно сделать, посмотреть серьезность травмы. Да, безусловно, конечно, будет проведено обследование, по итогам которого вот будет назначено лечение. Но сейчас, что там, унесут Никиту Данилова, чтобы оказать ему помощь, и у нас будут проведены ряд церемоний награждений. И мы будем чествовать победителей и призеров вот, весовых категорий, которые мы еще не видели на пьедестале почета. Ну что там, носилки принесли. Уважаемые Шину. спортсмены, Да, шину накладывают. Шину накладывается. для выхода на награждение. Весовые категории 67 килограммов, 71, Да, волнительный момент для всех, 81, конечно, 86, наблюдать такую ситуацию, 90, когда спортсмен лежит свыше в ринге с травмой. Просьба построиться для выхода Но это спорт, на награждение. ничего не поделаешь, бывают и такие моменты. Мы пожелаем Никите Данилову скорейшего выздоровления. Сейчас врачи делают все необходимое. Да, накладывают шину, и после этого Никита Данилов отправится, я думаю, так делать рентген-снимок. Но удар не сильный был. Видимо, все же старая травма дала о себе знать. Ну а перед вами Дмитрий Васенев, мастер спорта из Нижегородской области, победитель чемпионата России. Да, ввиду невозможности проведения боя Никиты Данилова, победу присудили Дмитрию Васеневу. Кстати, руку еще не поднимали же. Вот сейчас. Да, сейчас. Но Никита в любом случае не примет в этой процедуре участие. По-прежнему вот шину накладывают. Ну да, действительно, в кикбоксинге, да, тем более в разделе К1 травмы бывают, без этого никак. Это часть. Да, хотели бы, как бы мы не хотели, но травмы это спорт, часть спорта. Да, бывают, конечно, огорчения. Одно только пожелаем: скорейшее выздоровление Никите Данилову. Ну и чтобы травма была несерьезной. Перед вами Сергей Васильевич Местников и
Олег Олегович Марков. Олег Марков. Обсуждают, видимо, итоги, да, гала-финалов. Подходит Да, к концу. здесь все понимают ситуацию. Александр Николаевич Кемкимен, председатель Конституционного суда, президент Ассоциации национальных видов спорта Саха-Спорт, и рядом с ним министр спорта Республики Саха-Якутия Никентий Юрьевич Григорьев. Да, конечно, не самый приятный момент, но что поделать, это спорт, это кикбоксинг, это единоборство. Надо учесть, что это один из самых жестких видов кикбоксинга. И сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой будем чествовать победителей и призеров. Оставайтесь с нами. Күнді көрәтчілер, Мусустар 11 күнігер кеге ағыс жастан бұға бірге. Республикатағы келер көлөне фондата добатчыттары көгілілгенан тәрейбет 64 қарақтақ добакка. Андойду 2 тегілләқ чемпионы Андрей Федотов. Уанна түрген программаға андойду чемпионы Мурадулло Амриллаев көн көрсіхүлерін сәрген көрің. Раньше же добирались и 4, и 5 часов. Сейчас чуть более 2 часов, и ты уже в районном центре. Арктика для нас это все, это люди, которые там живут, это наше богатство, это наша природа. Новые дороги, реконструкция аэропортов и развитие арктического региона. Какие изменения в транспортной инфраструктуре произошли в республике за последние 20 лет, в интервью проекту «Якутия. 20 лет в 21 веке» расскажет генеральный директор компании «Саха-Транснефтегаз» Алексей Колодезников. Если ты еще не стал участником акции «Весна на НВК», поторопись, осталось совсем немного времени. И, возможно, именно этот красавчик станет твоим. Ну а пока я забираю его с собой. Ну что ж, этот железный конь уже в нашей студии, и он ждет своего хозяина. Поторопись, приобретай купон на сайте tesarus.com, либо приходи к нам на НВК Саха по адресу улица Орджоникидзе, 48. На первом этаже приобретаешь купончик, получаешь скидочку на 20% в магазине Хозмаркет, сохрани свой корешочек и встречаемся 11 апреля в прямом эфире на НВК Саха. Проект «Сохраним памятники» — это не просто слова. Это призыв, чтобы объединить всех неравнодушных к исторической и культурной памяти Якутии граждан, дать возможность жителям республики, трудовым коллективам и отдельным общественным объединениям внести посильный вклад в сохранение исторического и культурного наследия Якутии и содействовать консолидации общества. Если мы сегодня не позаботимся об их сохранности, скоро можем потерять многие из них. Без знания прошлого невозможно понять настоящее и строить будущее. Сегодня в республике насчитаны многие из них. Примите участие в проекте «Сохраним памятники». Внимание! За 30
продолжаем прямую трансляцию из Центра спортивной подготовки «Триумф». И мы приступили к награждению спортсменов весовой категории до 67 килограмм. В этом весе у нас бронзовыми призерами стали Халид Фумидов, представляющий сборную Республики Чечня, и Михаил Иванов, Второе место. сборная команда Якутии. Медалью награждается Денис Андреев. Ну и на вторую ступень пьедестала у нас поднимается Денис Андреев, еще один представитель команды Якутии. Поздравляем Дениса Андреева. На экране Александр Николаевич Березкин, вице-президент Федерации кикбоксинга России. За первое место золотой медалью награждается Тамерлан Баширов. Чеченская республика. Да, в упорном поединке одержал победу представитель Чеченской республики Тамерлан Баширов у Дениса Андреева. Да, получает он медаль и пояс чемпиона. Вот так все это в сумме выглядит. Специальным призом награждается тренер чемпиона. Поздравляем еще раз мы Тамерлана Баширова, мастера спорта международного класса. Ну и так, получается четверка сильнейших в этой весовой категории. Первое место Тамерлан Баширов, Республика Чечня. Второе место Денис Андреев, Республика Саха-Якутия. И обладатели бронзовых Республика Саха-Якутия. бронзовых За наград. победе от имени одноклассников. Приз Михаил вручает Иванов и одноклассница Халид Александра Фумидов. Иванова, Светлана Яновна Яковлева, учредитель, генеральный директор медицинской клиники Яннамед, кандидат медицинских наук. Ну что ж, поздравим, специальный приз Денис Андреев получил. Поздравляем победителя и призеров. Начинается торжественная церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 71 килограмма. Награждение происходит заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель организационного комитета Ну и Сергей сейчас мы Васильевич приступим Есинов, к награждению спортсмена весовой категории до 71 килограмма. директор якутского филиала акционерного общества «Полиметалл», главный партнер чемпионата Александр Витальевич Акамов. В этом весе у нас бронзовые награды получат Андрей Елин и Ислам Дацаев. Ну, давайте не будем спешить, спортсмены вот, уже вышли к пьедесталу. Награждаются Ислам Дацаев, Чеченская республика. И бронзовые награды вручаются Исламу Дацаеву, кандидату в мастера спорта из Чеченской республики, и Андрею Елину, также кандидату в мастера спорта, защищающему цвета Амурской области. Ну что ж, красивые медали. Бронзовые получают спортсмены. За второе место Ну и сейчас на вторую ступень пьедестала Владислав Украинец, зайдет Пермский край. Владислав Украинец, мастер спорта международного класса из Пермского края. Напомним, в финале он уступил Магомеду Махамаеву из Волгоградской области. Получает он серебряную медаль. Да, медаль, грамоту.
За первое место золотой медалью Ну и победитель, награждается Магомед чемпион этой весовой Махамаев. категории Магомед Махамаев, Волгоградская область. мастер спорта из Волгоградской области. Звание чемпиона России весовой категории до 71 килограмма. Награждение проводит Сергей Васильевич Мессиков, заместитель председателя правительства, председатель оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата России по кикбоксингу в городе Якутске. Тренер чемпиона. Тренеру вручается специальный приз. Ну и тренер, конечно, тоже получает награду, специальный приз. Памятное фотографирование. Еще раз поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 71 килограмма среди мужчин чемпионата России по кикбоксингу в дисциплине К1 в городе Якутске. Бронзовые призеры: Андрей Елена, Амурская область, Гаджимурат Дадаев, Республика Дагестан. Второе место Владислав Украинец, Пермский край. Чемпионов И чемпион Магомед Махамаев. Церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 81 килограммов. Награждение производят Алексей Засимович Колодезников. Ну и сейчас сразу мы приступим к награждению спортсменов весовой категории до 81 килограмма. Мария Афанасьевна Кривошапкина. Многократная В этом весе у нас бронзовыми призерами стали Абдул-Азиз Юсупов из Республики Чечня и Максим Сульгин из Новосибирской области. В полуфинале Абдул-Азиз Юсупов уступил Данилу Карпенко, который стал в итоге серебряным призером. Ну, Сергей Пономарев уступил за третье место. Бронзовыми медалями награждаются. Нет, немножко я запутался, конечно. Да. Максим Сульгин уступил Александру Дмитренко, который в итоге стал победителем этой весовой категории. Ну и чествуем бронзовых призеров. Сейчас они получат награды. Еще раз повторюсь, это Абдул-Азиз Юсупов, мастер спорта, представляющий Республику Чечня, и Максим Сульгин. Награждение проводит Мария Кривошапкина, заслуженный мастер спорта, неоднократная чемпионка мира, Европы, России. За второе место серебряной медалью награждается Данил Серебряную награду Карпенко, вручают Волгоградская область. Данилу Карпенко, мастеру спорта международного класса. Представляет он Волгоградскую область на этих соревнованиях. Поздравляем мы Данила Карпенко. В финале он в таком зрелищном финале уступил Александру Дмитренко. Александр Дмитренко, Самарская область. Награждение производит Алексей Колодезников, вице-президент Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия. Получает он медаль, всю наградную атрибутику и, конечно же, пояс чемпиона. За подготовку спортсмена к победе специальным призом награждается тренер. Также награждается, конечно же, тренер Александра Дмитренко за подготовку чемпиона России. За подготовку спортсмена к победе специальным Поздравляем призом награждается тренера тренер
воспитанникам. Поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 80. Ну что ж, друзья, мы на протяжении 5 соревновательных дней проводили прямую трансляцию и показывали в прямом эфире все главные основные поединки чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К1. Очень интересные соревнования получились, и отрадно, что наша команда завоевала приличное количество медалей. Да, успешно выступила команда Республики Саха-Якутия. Мы хотим поблагодарить всех зрителей за то, что были с нами. Праздник спорта у нас завершается. Да, таким получился чемпионат и первенство России. Для вас у микрофона работали мы, я Власий Сергеев, а также заслуженный тренер России Владимир Иванов. Ну что ж, друзья, занимайтесь спортом. Успехов вам. Будьте здоровы, до скорых встреч в эфире. Всего доброго. Проект «Сохраним памятники» — это не просто слова. Это призыв, чтобы объединить всех неравнодушных к исторической и культурной памяти Якутии граждан, дать возможность жителям республики, трудовым коллективам и отдельным общественным объединениям внести посильный вклад в сохранение исторического и культурного наследия Якутии и содействовать консолидации общества. Если мы сегодня не позаботимся об их сохранности, скоро можем потерять многие из них. Без знания прошлого невозможно понять настоящее и строить будущее. Сегодня в республике насчитывается 1850 объектов культурного наследия. Это уникальные образцы деревянного зодчества 17-19 веков. Если мы сегодня не позаботимся об их сохранности, скоро можем потерять многие из них. Примите участие в проекте «Сохраним памятники». Вниманию предпринимателей! Росстат призывает малый бизнес принять участие в экономической переписи. Заполните электронную анкету до 1 апреля 2021 года на портале госуслуг, сайте Росстата или через операторов электронного документооборота. Можно представить анкету на бумаге по почте. Эффективность мер государственной поддержки бизнеса в ваших руках. Конфиденциальность гарантируется. Подробная информация на сайте Росстата и территориальных органов статистики. Самые простые действия могут помочь сэкономить большое количество энергии, а энергосбережение экономит ваш бюджет. Выключайте электроприборы из сети, используйте энергосберегающие лампы, поставьте терморегуляторы на батареи, не ставьте холодильник и плиту рядом, утеплите окна, выключайте свет, покупайте технику с низким энергопотреблением класса А, чаще ходите пешком и ездите на велосипеде. Поделитесь советами с друзьями и знакомыми.